Бек Абадиев – известный ингушский общественно-политический деятель, театровед, журналист, писатель. Наш герой был из тех редких людей, горечь утраты которых не проходит со временем. В самые сложные и судьбоносные моменты в истории ингушского народа, совпавшие с его сознательной взрослой жизнью, Бек не оставался в стороне. Человек тонкой душевной организации, он всем сердцем отзывался на происходившие события. Его вклад в образование и становление Ингушской республики, развитие национальной культуры исключителен. Бек Вагапович Абадиев родился 1 июля 1938 года в селе Насыркорт. Когда ему было 3 года, умерла мама. Отец Бека женился во 2-й раз. Бек очень гордился тем, что он родом из Насыркорта, Тайп-Юлой, и с удовольствием говорил о своих родственниках, очень обожал. Очень гордился всегда. На его рабочем столе стояла фотография японца Абадиева, участника Великой Отечественной войны. У них небольшая семья была, их было всего 2 брата и сестра. И с первых дней, как мы поженились, я первое, что услышала от него, так: мои родители – это прежде всего на первом месте. Беку было всего 5 лет, когда ингушский народ депортировали в Казахстан и Киргизию. Его сознательное детство прошло вдали от родины. Семья Бека попала в поселок Караваны Пешковского района Кустанайской области Казахстана. Там он пошел в школу. Он вернулся здесь, в Насыркорте, он закончил школу и поступил уже первый вуз, это в железнодорожный институт города Ростова-на-Дону, но ему не понравилось, он через год ушел. Он в те годы, после возвращения из Казахстана, принимал активное участие в записи народных произведений, легенд, сказаний, песен. Вот в ингушском фольклоре очень много вещей, которые записаны с его слов, он собирал. Видимо, у него с ранней юности, отец был очень человек, владеющий хорошо ингушским языком, у него воспоминания о своей фамилии, о своем роде, о нашей горной жизни, он, видимо, рассказывал сыну. И у Бека был очень большой интерес всегда к развитию культуры, к театральному творчеству. В 1960 году наш герой поступает на театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Нужно сказать, что Бек не сразу смог определиться с выбором будущей профессии. Его одинаково тянуло и к журналистике, и к театральному искусству. Он сразу поступил в 2 вуза. Университет МГУ на факультет журналистики и вот в театральный. Почему-то, значит, все-таки его судьба, когда определила ему это. И он поступил в Институт театра, музыки, кинематографии. Его учителями были Меркурьев, Мейерхольд. Он сдавал экзамены Татьяне Дорониной. Знакомство с Ленинградом, вторым по значимости городом страны, сосредоточившим в себе все, чем интересовался наш герой, стало для него настоящим событием. Бек понимал, какая редкая возможность ему выпала. Он старался не терять времени, с огромным интересом относился к учебе, посещал доступные культурные мероприятия. Причем нашему герою приходилось совмещать учебу с работой на заводе в ночную смену, поскольку его родные не имели возможности помогать материально. Будучи чисто ингушским юношей, прошедшим Казахстан, всю эту несправедливость, этот голод, эти лишения, он всегда рассказывал, что всегда хотел есть, и попал вот в этот культурный город, так и считалось культурной столицей, Санкт-Петербург всегда, позже Ленинград раньше. Вот он впитал эту в культуру, но ни на йоту не умаляя вот эту значимость своей национальной культуры. Он часто рассказывал, как часами мог простоять в очереди на чьи-то поэтические вечера ленинградских поэтов. Он слушал Булата Акуджаву. И однажды он мне рассказал, что был на одном из поэтических вечеров, и, говорит, встал один мужчина и, говорит, сказал: ну вот сегодня мы обсуждаем поэзию санкт-петербургского художника, а вы знаете, есть на Северном Кавказе такой поэт Джамалдин Яндиев. Он считается мастером короткого стиха. Хотите, я вам прочту его стихотворение? И Бек говорит, я был потрясен, когда он прочитал одно из стихотворений Джамалдина Яндиева.
И книжки Джамалдина Яндиева всегда у нас были на как бы рабочем столе. Он меня приучил потом уже к этому. В 1965 году Бек вернулся на родину. Столь редкая по тем временам для Чечен и Ингушетии в целом профессия была, конечно, очень нужной. Это было время культурного подъема во всей стране. Но в то же время путь, который выбрал наш герой, был довольно сложным. Специалисты его уровня исчислялись единицами. И такое положение вместе с преимуществом налагало огромную ответственность. После окончания института ленинградского он работал в Народном театре в Назрани. Потом его взяли инспектором отдела искусств, по-моему, Министерства культуры. И вот оттуда его направили как театроведа в этот кукольный театр. В 1967 году, если он туда пришел, уже в 1969 году, если я не ошибаюсь, он создал эту ингушскую труппу с нуля. И актеров было мало. Самый, кого я помню из молодых, там был Осман Имагожев. Постарше Рая Ганукаева, других я помню. Мы-то его называли Бек Вагапович, ну, я буду говорить Бек, потому что мы с ним 1968 года были знакомы. Мы с ним познакомились, когда он задумал создать ингушскую труппу в театре кукол города Грозного. Когда Бек меня пригласил в театр, где-то неделю я жил у Бека. Это на Березке было, по-моему, однокомнатная квартира, и мы с ним вместе неделю жили. Потому что у меня не в общежитии, не снимал квартиру, тогда негде было жить. Он был тогда уже директором Республиканского театра кукол. В этот театр входила чеченская труппа и русская труппа до нас, а потом и ингушская труппа. Труппа была небольшая, 5-6 человек. Очень интересные были ребята. Первым учеником этой труппы был я. Созданная Беком Абадиевым ингушская труппа впоследствии организовала театр юного зрителя в образованной Ингушской республике. Бек как в Грозном, так и в Ингушетии сменил ряд значимых должностей в своей трудовой деятельности, поработал в разных направлениях культуры, но он никогда не терял связи с Тюзом. Бек понимал, что интерес к театру, как и ко всему остальному, формируется в детстве, и эта первая ступень в знакомстве с театральным искусством должна быть организована на высочайшем уровне. История вот нашего сегодняшнего театра, она идет и от него, поскольку он был создателем ингушской труппы в Чечено-Ингушском театре кукол. Я счастлив, что Всевышний дал возможность познакомиться с этим человеком, еще с Грозного. Это вообще уникальный человек. Он очень был образованный, начитанный, грамотный и такой вот, как гейзер, он все время фонтанировал разными идеями. Я пришел с драматического театра в театр кукол, но тогда уже Бека не было, он часто приходил. В театре он работал литературной частью заведовал, в драматическом. Оттуда мы с ним познакомились, когда он предлагал, ну как вот у нас застольный период, когда бывал, садились, и он предлагал театру на выбор те или иные пьесы. Он искал в той пьесе, в которой он там говорил, созвучие с нашей ментальностью. Еще одна грань таланта нашего героя – театральная критика. И на этом поприще у Бека не было конкурентов. И, к сожалению, не осталось последователей. С Беком Абадиевым я познакомилась где-то, по-моему, то ли 81-й, то ли 82-й, вот эти годы. После окончания института, когда я приехала в Грозный работать в Чечено-Ингушский драмтеатр, в ингушскую труппу, первое знакомство состоялось после премьеры спектакля, когда я слышала профессиональную критику в адрес поставленного спектакля и точное попадание в детали, которые как бы
режиссер, может быть, где-то упускал, может быть, актеры упускали, но это была работа на профессиональном высоком уровне. Многие из нас, я считаю, что благодаря и Беку Абадиеву состоялись как артисты и продолжали работать дальше. С Беком Вагаповичем Абадиевым я, как и с большинством интеллигенции черногорской, познакомился сперва заочно. Читая газеты, которые выходили в Грозном на ингушском, на русском языках, я увидел статьи именно на редкую в нашей публицистике тему, это театроведение. Его статьи, публикации по премьерам того или иного спектакля, по каким-то параметрам деятельности театров местных, они меня поразили своей глубиной и умением найти какой-то момент, который, может быть, я не заметил, даже когда я бывал на примере того или иного спектакля. То есть чувствовалась рука профессионала. Как театральный критик, он уходил в статьи и уходил в анализ, допустим, просмотренных тех или иных спектаклей с головой. Он мог с одним, с другим, с третьим обсуждать это, муссировать это все, а потом как бы составлял вот для себя точную картину своих взглядов на то или иное произведение. И он очень тонко чувствовал спектакль. Он очень тонко чувствовал актеров, о которых писал. Он писал на двух языках, на русском и на ингушском. И вот эта вот билингвистика, то, что он мог подать материал как на русском, так и на ингушском языке, это тогда придавало особую значимость в силу того, что люди, допустим, владеющие ингушским языком, тогда их было гораздо больше. Вот, и эти люди имели возможность на профессиональном театральном языке читать статьи Бека Абадиева о той или иной постановке, о том или ином театре. Касаясь его творчества, я понимаю, что ни одна постановка ингушской труппой в Чечено-Ингушском театре не обходилась без участия Бека Абадиева. То есть он на каждый спектакль писал рецензии, писал творческие портреты артистов, писал как бы такой полусатирический, полушаржевый материал на актеров. Это не каждому дано. Не каждый театровед, не каждый человек, окончивший театроведческий факультет, может или умеет подать материал вот, с каким-то уклоном то ли в сатиру, то ли в драму, то ли в трагедию. Бек это делал искусно. Хорошо знал классику театральную, произведения. О театре у нас очень много было литературы, к сожалению, которую мы вот после наводнения потеряли всю его библиотеку. Он был просто вот фанатом первых дней становления, тех культурных сдвигов в культуре, в истории народа, когда была первая наша автономная область. Он наизусть знал ее деятелей, тех, кто принимал участие в театре. Поэтому вот это, видимо, было его предназначение. Я не знаю, после него кто-нибудь на профессиональном языке давал ли оценку той или иной постановке в театре. Я не знаю такого. 1973 год стал судьбоносным для ингушского народа, изменил привычную и размеренную жизнь многих представителей национальной интеллигенции. Не продолжилась она в прежнем русле и для Бека Абадиева. В 1973 году, когда ингуши собрались на митинг на площади Ленина в Грозном, он уже на тот период был знаком с Идрисом Базоркиным. Уже был знаком, потому что меня познакомил он с Идрисом. И зашли, говорит, дни были очень холодные. Заходит Идрис Базоркин, с ним Джабраил Картоев. Идрис их познакомил. Ахмед Газдиев и Плиев Султан Хадисович. А Плиева Султана Хадисовича я уже знала. Он у нас дома бывал. И вот на тот период, только за то, что они были там, потом еще там афиши написали, какие-то еще были моменты. Ну, сами знаете, он был в сфере культуры человек, но как же поддержал людей. Его буквально через 3-4 месяца уволили с работы и исключили из партии. Чтобы он был там расстроен, чтобы он в ужасном каком-то состоянии, в подавленном был, не было этого.
Он просто пришел и сказал: все, меня исключили из партии, ну завтра, наверное, послезавтра уволят с работы. И все. И он начал продолжать жить. Работал диспетчером где-то в АТХ, Министерство культуры, потом что-то еще ему дали работать, куда-то выезжал на заработки, я уже не помню куда. А потом его пригласили в Сердало работать, потому что он писал, он сотрудничал с газетой «Сердало» все годы после окончания института как театровед. Он 3 театров Лермонтова театра и Хампашину родила, и в своем кукольном театре всегда писал. И писал на русском языке. Но когда он уже пришел туда, все эти коллеги его, очень талантливые журналисты, научили его просто писать на ингушском языке. То есть он освоил ингушский язык, он-то говорящий был, но писать не писал. И вот так он стал работать в Сердало. И в газете «Сердало» у Бека Абадиева выходили замечательные статьи, прекрасные материалы были, причем разносторонне. Он всегда старался раскрывать со всех сторон ту или иную личность, о которой он писал. Можно только догадываться, какие чувства испытывал наш герой, не имея возможности заниматься любимым делом. Конечно, он не терял связи с театрами, но официально Беку удалось вернуться в театральную сферу только в 1981 году, через долгих 8 лет. После того, как уже его восстановили в партию, он снова вернулся в культуру. Работал заместителем директора Чен-Ингушского драмтеатра имени Хампашина Родила в ингушской труппе. Затем туда пришел режиссер Мустафа Беков. Бек ушел оттуда, и Киндаров назначил его директором Музея изобразительных искусств Чечено-Ингушетии. Он всю душу вложил туда. Такой роскошную реконструкцию провели. Столько работы было сделано, интересные выставки, вернисажи у него были. Он просто вот душу отдал этому коллективу. Но в связи с военными действиями все пришлось оставить. И уйти ему пришлось, с автоматами пришли. Все, ты, ингуш, езжай к себе домой. Конец 80-х, начало 90-х годов – период общественного подъема, роста национального самосознания. Бек просто не мог оставаться в стороне от происходящих процессов. Вместе с супругой Хавой он принял активное участие в работе Народного совета по восстановлению ингушской государственности. В 90-х, когда пошло движение по созданию Ингушской республики, они одними из первых, и Хава, и Бек были в этом движении, работали. Там, я знаю, что день, ночь, дети, не дети, это все оставалось где-то на стороне, и они были в гуще всех событий, потому что разворачивалось вот это вот все у нас в театре, я это помню очень хорошо, и где они когда приходили, собирались, вели заседания. Причем на Беке Абадиеве, я должна сказать, на нем и на Хаве был основной такой упор, в силу того, что все, что печаталось, все, что выносилось на общую аудиторию, это все работа была у Бека и у Хавы. И они достойно, с честью выдержали это испытание. Первый с этой идеей ко мне подошел Аслан Кадзоев. Мы вместе работали. Он говорит: вот создается партия НИСХО за восстановление ингушской автономии. И я просто на самом деле ответил так: нет, нет. У меня нет времени на это. Все. Но затем, когда уже муж пришел и сказал, что я член Народного совета, вот собирается та группа, то-то, 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 дома об этом разговор шел. И через несколько дней мне звонит Беслан Костоев, Беслан Усманович Костоев, член Народного совета, и говорит: нам нужна женщина. Просто вот так я сказала. Женщина, которая будет писать протоколы заседаний, и вообще слишком много работы. Ты журналист, и нам нужна ты здесь. Я тоже сказала нет. А вечером Бек мне говорит: ты тебе звонил Костоев? Да. Почему ты сказала нет? Я говорю: а что мне там делать, Бек? Ты же там находишься, у нас семья, дети. Как я? Это не важно. Завтра же поедешь на заседание оргкомитета. Организационные моменты, подготовка к съезду. Много, я не скажу, конечно, что все, но много из этого у нас именно в нашем доме все это происходило. Много у нас гостей было, которые именно, как только вот этот вопрос реабилитации репрессивных народов поднялся, вопрос, вот этот закон был
проведен. Мы, Ингушетия, именно вот в лице Народного совета, они как бы лидерами, то есть я так считаю, потому что я видел, что я знаю, что фактически вот эту всю черновую работу, чтобы вот этот закон провести, все это сделать, это проделали ингуши. И за ингушами, вот за Народным советом потянулись представители других республик, народов, которые тоже были репрессированы, как-то получили поддержку, и уже более совместными усилиями все это по воле Всевышнего получилось сделать, и в итоге мы получили свою республику. Вынужденный переезд из Грозного в Ингушетию был сложным этапом в жизни Бека и его семьи, хотя он уже работал здесь. Сначала в 1992 году в Министерстве промышленности, транспорта и связи Ингушетии, затем во Временной администрации по урегулированию Остино-Ингушского конфликта. Жизнь была разрушена, конечно, налаженная жизнь, работа, дом, все. Но абсолютно спокойно мы переехали, потому что и нас уволили, меня уволили в числе других сотрудников ингушей. Уже республика была накануне, этот был пригородный район, это трагедия. В общем, все произошло настолько стремительно. И потом переехали, спокойно стали жить. Да, условий никаких не было. Но мы все были счастливы тогда. Создана республика, у нас есть будущее. Исключительная порядочность, принципиальность и прямолинейность, стремление к полному порядку во всем – все это помогало нашему герою добиваться поставленных целей, но в то же время в известной степени создавало для него проблемы. У человека с таким характером всегда бывает много недоброжелателей. Беку пришлось уйти из Временной администрации по урегулированию Остино-Ингушского конфликта. Некоторое время он оставался без работы. Не сделать замечание эта категория людей, это поколение людей не могло. Вот это неправильно, это нужно правильно сделать. Это никому не нравилось. Как уже отмечалось, огромное внимание Бек уделял работе Ингушского театра юного зрителя. Причем не только как наставник и критик, но и как автор. Очень хороший период у нас был, когда мы с Беком здесь уже, в Ингушетии, когда мы взялись за постановку спектакля «Дымич Эглик» по его произведению. Это был интереснейший период, поскольку, во-первых, это пьеса-комедия. И, естественно, он высмеивал некоторые моменты нашей бытовой жизни в этой пьесе. И когда мы начинали разбор ее, его надо было просто видеть. Словами этого не передашь, ну, он автор. И, естественно, он хотел, чтобы это все было ярко, интересно. Заразившись от него, мы выпустили, сделали этот спектакль, который, ну, многие до сих пор вспоминают. Когда я уже пришла на работу в этот театр, его вспоминали теплыми словами, теплым чувством, потому что труппа, созданная им в те годы, ингушская труппа, в которую я попала, которые играли очень много спектаклей, была она на хорошем счету вообще. В работе, когда я его узнала, нам принесли пьесу «Дымич Эглик», написанную им. И театр решил взять эту работу. То есть это была, наверное, вторая работа такая в живом плане такая. Ну, была комедия. Мы пока ее читали, пока разбирали эту пьесу, мы настолько смеялись, уже образы вошли. От него веяло такой порядочностью. И он был настолько интеллигентным человеком, он настолько радовался тому, что мы сегодня опять взялись за работу, что именно Ингушский театр юного зрителя взялся за работу его пьесы. И после того, как мы уже этот спектакль поставили, он действительно очень искренне обрадовался этому. Вот тот вклад, который он внес в преобразование нашего театра, при том, что были сложности, он попытался и сделал, вложил большие усилия, чтобы все-таки в театрах понимали значимость работы на ингушском языке.
Мы свой репертуар уже пересмотрели, потому что у нас почти многие спектакли были на русском языке, и мы действительно, когда он сказал, что именно со сцены должен он звучать, мы начали работать над уже национальной драматургией и показывать свои спектакли уже на ингушском языке. В 2021 году в журнале «Страстной бульвар», учрежденном Союзом театральных деятелей России и публикующим наиболее полную и подробную информацию о театральной сфере нашей страны, вышла статья о Беке Абадиеве. Автором статьи является сын Бека Ахмед. Подготовила материал для публикации Дугурхан Хаутиева. Я очень, конечно, благодарна Хаве Абадиевой, что она пошла мне навстречу и дала мне ряд этих документов. Это и членские билеты того времени, и старые фотографии, и, конечно, автобиография. В 1997 году Бека Абадиева назначили на должность исполняющего обязанности директора Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсакова. Бек проработал на этом посту недолго, но за небольшой срок им была проделана огромная работа. Он вышел в музей краеведения. За этот короткий период, что он там был, он заказал музейные портреты, связался со многими музеями России. Просто он был специалистом. Потом восстановили на работу Магомеда Сагова, и он оттуда ушел. Бек Вагапович Абадиев – один из ярких представителей интеллигенции. Этот человек внес большой вклад и в музейное дело, и в театр. Он был хорошим журналистом, писателем. Например, у нас в музее есть книга Бека Абадиева «Достойные сыны Отечества», где он начал уже описывать подвиги наших представителей, которые воевали и в русско-японскую, и в русско-турецкую войну. Сотрудники музея в тот период его работы тоже оценивают как плодотворные. Бек очень любил участников Великой Отечественной войны, вот этих стариков. Он их всегда встречал. И его весь коллектив, они очень по-доброму к ним относились, выезжали. Он приглашал детей, у них какая-то старая машина была, сам ездил, привозил детей, показывал экспозицию своего музея. Вот это воспитанию подрастающего поколения он уделял огромное внимание. Этот человек требовал от работников отдачи. Он сам горел, и все вокруг него тоже должно было гореть. Он был большим энтузиастом, он очень много знал. И вот вклад этого человека, он неоценим в истории развития и становления молодой республики на тот период. Потому что такие люди, как Абадиев Бек, они вели за собой людей, они были примером. В июле 2002 года Беку Абадиеву предложили возглавить музей истории Министерства внутренних дел Ингушетии. Фактически музей нужно было организовывать с нуля. Мадина Дзейтова, девочка, работала в системе МВД, и мы встречаемся, как обычно журналисты общаемся, и она мне говорит: Хава, нужен человек, знающий музейное дело. Я говорю, есть такой человек. И вот когда он уже перешел, начал создавать музей МВД, это были бессонные ночи. Просыпаешься ночью, 2 часа, 3 часа ночи, он сидит, пишет, работает, созванивался, переписывался со всеми музеями МВД регионов России, писал во все архивы, собирая материалы о тех, кто служил в органах внутренних дел из ингушей, участниках Великой Отечественной войны, об участниках Первой мировой войны. Так получилось, что в системе МВД Ингушетии надо было организовать музей. Повезло, что Бек Вагапович на тот момент не был где-то задействован. Я сюда попал в МВД после того, как это была работа уже начата. Бек Вагапович много что сделал для того, чтобы память о наших погибших
была в сознании нашего народа. Это не должно забыться, этот музей должен работать. Работа должна вестись в том направлении, как Бек Абадиев начинал. Ингушская милиция зародилась за 14 лет до создания российской милиции. То есть в 1786 году была создана крепость Владикавказ, и вот как раз нужно было защищать, охранять город Владикавказ от всяких непрошенных гостей. Нужно было еще защищать военно-грузинскую дорогу. Вот для этого Россия создала и региональную милицию из Ингушей. Готовя вот эту выставку, этот музей МВД Ингушетии, я столкнулся со многими материалами, которые совершенно не были известны мне у частных лиц, в музеях. И скажу откровенно, что меня даже поразили эти материалы. И уверен, что ингуши всегда верой и правдой служили России. Если говорить о Беке Абадиеве как о журналисте, его работу в этом направлении можно разделить на две основные части. И если одна – это, как уже говорилось, исключительные по своей значимости различные материалы о театральном искусстве, то вторая – не менее значимые публикации о личностях, внесших вклад в становление и развитие Ингушетии. И здесь Бек практически вел исследовательскую работу, поскольку брался за малоизученные темы. Очень легко писать о тех, о ком написано много. Легко писать о людях, которые уже, скажем, везде проявились, были в публикациях. Наши как любят, возьмут один-два персонажа, о нем только пишут. Он старался найти людей, о которых забыли, или о которых надо напомнить, когда-то помнили, а сегодня забыли. У нас действительно таких много имен. Он воскрешал именно из прошлого. Тот или иной человек, личность какая-то, которая работала очень хорошо на своей ниве, в своем обществе, то не всегда он бывает обласкан властью, не всегда бывает он награжден или лауреат чьей-то премии. Далеко не всегда. Человеческий фактор срабатывает. Поэтому он не искал в нем, есть у него официальный какие-то статус, официальный статус, легальный, официальный или нет. Если человек сделал хоть что-то полезное для народа, он считал его уже нужным человеком и никогда не искал в этом человеке какие-то негативы или пятна, как на солнце ищут. Многое из того, что написал Бек Абадиев, к сожалению, так и не дошло до публикации. Изданные материалы, к примеру, статьи, желательно было бы систематизировать и выпустить в виде общего сборника. Конечно, семья бережно хранит все его документы, рукописи, но у родных пока нет средств для издания этих работ. Готова к изданию лежит уже столько лет книга о сотрудниках Министерства внутренних дел Ингушетии, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Вы знаете, сколько трагических страниц было в истории этого ведомства в нашей республике. Есть материалы, готовые к изданию об участниках Первой мировой войны. У него очень много очерков, очень много творческих портретов об актерах Ингушского театра, о таких как Карафеев, как Магомед Цецкиев, Магомед Гирей Хадзиев, да и о многих актерах театра, о многих их постановках, об достижениях, об успехах ингушских театров. У него очень много материалов. Но вот становление ингушской драматургии, работу, которую он начал еще студентом в Ленинграде, и это была его дипломная выпускная работа, доработанная. Над этой книгой работает Илья Севлоев, он отредактировал ее, полностью фотоматериал я ему передала. И вот мы надеемся, и он, и я, что к столетию нашей государственности эта работа через Дом народного творчества будет издана хотя бы одна. У него готова к изданию еще повесть для детей «Бери Эл-Анзор». Очень интересная работа. По ней можно было бы и пьесу создать для нашего ингушского театра. У него еще много было напечатано в газетах его рассказы, эссе, очерки. Они были опубликованы на страницах республиканской печати «Сердало», газета «Ингушетия», «Нясархо». Так что они в печати были. А вот но сборник издать нет. Вот, и нам это не удается, потому что для этого нужны средства.
Говоря о статьях Бека Абадиева, нужно отметить, что без преувеличения подготовленные им материалы можно назвать уникальными, поскольку он подходил к любому делу предельно ответственно и основательно. Все, что он писал, не надо было искать подтверждение в других источниках. Я знал, что раз Бек написал, значит, это так и есть, так и было именно в это время и в этот момент. С этой точки зрения, конечно, его хотелось бы, чтобы его труд тот о театральном искусстве был издан. Насколько я знаю, он готов. Историю театра он написал, нашего театра. Если в 1934 году мы судим только об одной постановке, которую наш самодеятельный театр показал в Ростове-на-Дону и получил диплом первой степени, то о современном нашем театре у него очень много написано. Так что, пожалуйста, готово, лежит дома, лишь бы это издали. Жизненный путь Бека Абадиева был сложным, но он всегда находил опору и поддержку в своей семье. В этом Беку, можно сказать, очень повезло. Супруга Хава, известный и уважаемый в республике журналист, поддерживала его во всем. Вместе они воспитали 3 сыновей. Для отца было главное, чтобы мы порядочный путь держали. Неважно, кем работать, неважно, где работать. То есть он никогда не говорил, там, идите там, или в милицию, или там, в архитектуру. Что вам нравится, тем и занимайтесь. Так? Мама, конечно, чуть свои какие-то моменты мы до сих пор... Не то, что построже, у нас просто мама свое видение всегда предлагала. 1973 год. Очень сложный год в нашей жизни. Это было зимой, весной он родился, Ахмед, в июне. И к этому времени Бек был исключен из партии, уволен с работы. Я дома в декретном отпуске, мы остались вот в таком состоянии. Это был очень сложный период в нашей жизни. А Бек, театровед, учившийся, выросший в Казахстане, но он хорошо учился, но он, чтобы по хозяйству, абсолютно был неприспособленный человек. И вот я настояла, я говорю, пусть эти наши мальчики закончат ПТУ, пусть у них профессии будут. Я не знаю, как это ни странно, но папа согласился. После 9-го в лучшее профессионально-техническое училище номер 3 поступил старший сын, это было техническое училище завода «Красный Болт», а ты поступил номер 9, декоратор-оформитель. Да. У него такое художественное, творческое вот такое отношение было. И они имеют очень хорошие профессии. И папа, конечно, хотя он всегда говорил, это мои сыновья, но это так бывало иногда, он говорил, молодцы. Это была высшая похвала. А потом Магомед настолько хорошо учился, что он по собеседованию прошел нефтяной институт. Он уехал учиться в Турцию, ушел с Грузинского, с нашего Черногорского царственного университета, он учился на филфаке, изучал английский язык. И перед началом войны просто вот так поставил меня в известность. Папа, конечно, его решение принял сразу. Он сказал, не хочет, не надо. Я была в шоке. Он бросил институт, сказал, я больше там не учусь. Так было? Ну, плюс-минус. Или я туда не хожу. Как ты мне сказал? Ну, я уже дословно догадаться. Они, как и отец, принимали решение и ставили перед фактом. Ну вот, потом он поехал в Турцию, отучился в Турции, владеет турецким языком. Вот так что, вот так жизнь сложилась. Я когда уезжал на учебу, так сказать, из родительского дома, я никогда не забуду, вот у меня отец, ну, отец всегда строгий был, то есть шаг вправо, шаг влево, расстрел, как говорится. Но в тот момент я далеко уезжал учиться, он мне ни нотации не читал, там ничего, вот он мне просто... Я подошел, говорю, все, я уже собрался ехать, все, я уже еду. Он мне просто буквально несколько слов сказал. Хималу хоуш, химучвуд хоуш, далила гуа. То есть, все, никаких лишних вещей. Куда едешь, знаешь, чем заниматься, знай, кто ты есть на самом деле. Вот этих вещей мне как бы этих слов хватило, и я об этом никогда не забывал. Те ценности, которые Ахмед и его братья переняли от родителей, они стараются передать уже своим детям. Главное, что усвоили сыновья Бека и Хавы Абадиевых, самое действенное в воспитании, когда наставления находят соответствующее подтверждение в родительском поведении.
Я по своим детям уже сужу, когда ты им что-то говоришь, дети не так воспринимают, а именно примером. И вот для нас родительский пример, конечно, хороший был. Вот наше ингушское гостеприимство, то для отца это тоже было очень, очень важное. То есть, как бы, чтобы всегда на высшем уровне, как по возможности, встретить гостей, все, что необходимо сделать. Но это все нам, вот, 3 братьям, передалось как бы от родителей. Первое, конечно, для меня в отцовском характере, это у него было обостренное чувство справедливости. Что-нибудь такое неправильное, это вот его до глубины души могло возмущать. Все, что связано с нашим народом, какие-то исторические материалы, вот этот последний конфликт, то, что проблема пригородного района, сидел, вот эти книги читал, и все это, на самом деле подорвало под конец его здоровья. Именно вот как раз и с чертой его характера все-таки связано вот именно обостренное чувство справедливости. Дом Абадиевых находится в сельском поселении Троицкое. Он очень напоминает хозяина. Во всем чувствуется спокойствие и уют, а двор буквально утопает в зелени. Я была за границей, когда произошел переворот в России. И возвращаясь оттуда, мне один наш земляк посоветовал, говорит, купите себе какой-нибудь домик старенький, хоть, но в Ингушетии. Мало ли что произойдет. И мы этот дворик, старый казачий домик купили. И когда произошло все это событие в Грозном, мы переехали сюда. Но затем вот мальчики построили, знаешь, они сами спроектировали, все построили дом. Дом построили, Бек был рад. Вот. Но у него была какая-то своя любимая тема здесь дома. Посадить дерево, яблони. Некоторые из них еще растут что-то, но некоторые уже нам пришлось их просто перекорчевать или как там. Пришлось удалить, потому что уже дерево тоже, оно имеет свой возраст. Самое счастливое время в его жизни уже вот такое было, когда появились внуки. Не внуки, а внучки у нас появились. У старшего сына были девочки, Лейлис, потом Алина, потом Хаушка, а потом вот Ахмеда, Самира, Денис, Эла. Вот Эла была совсем махонькая, когда он ее брал на руки. Он так любил смотреть и все время называл ее «моя кореглазка». Карие глаза. Вот она, Эла, правда, она его не может помнить, не помнит. Да, Эла? Ну, а дедушке рассказывает же, да, бабушка, родные. Как ты себе его представляешь? Добрым, справедливым. Вот, а его подарки вам, ты же пришлось тебе игрушками, его подарками воспользоваться, да? Да. Ну, вспомни, какой это у вас домик был, как вы его называли? Палатка. Палатка. Дедушка им купил палатку из обычной ткани, плащевой ткани. Они годами туда собирались, там они рисовали, там они пели, там они играли и всегда вспоминали. Хорошо, что Дана нам купил эту палатку. Она до дыр была у нас изодрана, вот они в ней, в этой палатке они и выросли. На письменном столе, где они уроки делали, фотографию держали дедушки, а старшие запомнили его. И когда нам говорили, ой, Гришин, Бек тихо улыбался. Я потом говорила, тебе не обидно бывает, она говорит, что у нас одни внучки? Он говорит, так махнет рукой, это не важно. Важно, что они кореглазые, важно, что они красивые, важно, что у него внучки. Вот 6 внучек было. Но после ухода Бека у нас появились внуки. Старшие внучки Бека, конечно, помнят деда. Но это было раннее детство. Они еще не осознавали масштабов его личности. И сейчас, повзрослев, понимают, сколько всего могло бы дать общение с ним. Вообще, он был очень хорошим человеком. Я ни разу не слышала, что по нем плохо отзывались, всегда только хорошее слышала. В детстве он часто нам дарил подарки разные. Когда домой возвращались после долгой разлуки, всегда бежали к нему в объятия и кричали: «Да-да, мы дома». Когда он умер, я еще была совсем маленькая и не совсем понимала этого. Только со временем сейчас только уже понимаю, что его нет рядом. Мне бы сейчас хотелось с ним поговорить и узнать, какой он человек.
потому что я его не очень, если честно, помню, какой он был. Дело в том, что его юность, его детство были лишены всех детских каких-то радостей. Абсолютно. И поэтому он радовался, когда вот детей мы вывозили на какие-то аттракционы, на какие-то мероприятия. Он этому очень радовался. Он говорил, что детям это необходимо. Ну и, конечно, мечтал, не знаю, кто из них будет, чтобы кто-нибудь по его стопам пошел, чтобы стали деятелями культуры. Вот у нас прекрасные сосны растут. Когда мы их привезли и посадили, он со мной вместе обхаживал каждую эту... Из веточек прям буквально выросли у нас эти сосны. И когда мы вот этот дом строили, сказала, я говорю, балкон, говорят, мальчики будут. А он говорит, а зачем нам балкон? Я говорю, ну чай будем с тобой пить на балконе, я розы посажу. И получилось, что розы мы посадили, розы, но с Беком чай попить не удалось. Зато вот мои помощники по этому саду, по этому дому, да. Бек буквально вот как бы сливался с природой, он очень любил. Вот если фотографироваться, у нас много фотографий, где на фоне первые тюльпаны цветут, нарциссы весной цветут. А потом он говорил, какие цветы еще ты посадишь? Я говорю, пионы будут. А потом что? А потом я говорю, розы будут. И вот он меня подводил каждую весну к тому, что я снова что-то покупала, снова сажала. Был период, да, когда на экраны вышел фильм «Калина красная». Мы его смотрели в кинотеатре. Бек очень любил этого актера Шукшина, его произведения читал. И когда мы уже переехали сюда, и уже мы в кинотеатр не могли ходить, и вообще вот такая была. Однажды он приезжает, я не знаю, где он взял эти кусты. Их было 5 кустов. И вот так он сам, вот вдоль этой дорожки посадил эти кусты. Этот был последний. Я не знаю, как он сам за ними ухаживал. Он очень любил эти кусты. И вот после его смерти, после того, как Бек ушел осенью, весной кусты начали чахнуть. Засох 1, 2, 3, 4. Вот этот куст, вот все эти годы я выхаживаю. Вот в этом году, мне кажется, уже плоды у него будут. Хоть немножко остались. Вот они. Вот с таким трудом я выхаживаю вот этот куст калины, в память о нем. Но это такой необычный сорт. Необычный сорт, ну обычно они же в основном в дикой природе растут, в лесу, калина. Но когда она расцветала ярко зимой, мы не всю ее сразу снимали, откуда-то появлялись какие-то сине-красные птицы, клевали ее. Мы любовались, выходили во двор, с детей выводили. Не знаю, Самира помнит ли этот момент. И это было просто, вот я не знаю, наше чудо было какое-то, это калина. Бек Абадиев ушел из жизни в сентябре 2015 года. Родные нашего героя понимают, что самое лучшее, что они могут сделать в память о нем, это бережно относиться ко всему, что он любил, ценил и считал важным. О Беке Абадиеве с особой теплотой и благодарностью вспоминают все, кто его знал, и будут помнить, пока есть ингушский народ и республика, для образования и становления которой он сделал все, что было в его силах. Бек, естественно, человек, который всю свою жизнь положил для того, чтобы об ингушах говорили, для того, чтобы Ингушетия с каждым разом поднималась по ступенькам вверх, вверх, вверх. Естественно, он был в первых рядах. Чем бы он ни занимался, разницы нет. Я говорю, это человек, который отдавался полностью душой, всем своим сознанием в ту сферу, которой он занимался. Он был очень добрым, серьезным, ответственным человеком. Он всегда был ответственным. Он очень многое сделал для народа ингушей. Он был там, где народ, там, где группа движений, которые выражают волю народа, идеи народа, хочет реализовать. Вот в этом смысле он, да, оказался в 1973 году и в 80-х, конце, начале 90-х годов, там, где он понял, что он там нужен. Он не может сидеть в стороне, наблюдать и быть в числе тех, кто просто стоит в общей группе, скажем так, не будем назвать ее,
по-иному. По крайней мере, он был именно деятельный товарищ. И не из тех, кто выпячивает себя. И заметьте, что он из тех редких людей, которые не кричал об этом. Я никогда не слышал ни от него, ни письменно, ни устно, что он кричал: вот я там пострадал, вот, как бы подспудно говоря, почему меня не чествует. Я для себя то, что вот у Бека как бы взяла, это отношение к мелочам. Для него не было мелочей. Для него не было как-то пропускаемых каких-то вариантов в плане написания статьи, в плане освещения того или иного театрального действа. У него всегда все было разложено по полочкам. Нет цены его творчеству, нет цены его статьям, нет цены его работе тогда, потому что так как он это делал профессионально, скрупулезно, дотошно, это заслуживает очень большого уважения и определенно, просто, понимаете, наше несчастье в том, что мы никогда не умеем ценить то, что есть у этого народа. Мы, может быть, это мое сугубо личное мнение, когда человека не становится, мы как-то можем так, знаете, сказать, да, вот был он, что-то такое было, но при жизни оценить масштаб его работы у нас не всегда получается. Это очень больно и обидно. А Бек Абадиев это была величина. Конечно, Бек Абадиев – это яркая личность в нашей национальной культуре. К столетию нашей государственности хотелось бы, конечно, чтобы о таких людях говорили, чтобы о таких людях по телевидению показывали. Понимаете, это очень важно. Вот это и есть 100 лет государственности, вот это и есть столетие нашей культуры.